В этом салоне красоты посетителей немного, чего не скажешь о количестве нарушений санитарно-эпидемиологических норм, рекомендованных Роспотребнадзором. Одно из грубых нарушений – предоставление услуг без медицинских масок, хотя при входе в павильон те же маски и антисептик здесь предусмотрены. Вы освобождены? Медицинской справкой висеть не можете. Что, да, у меня. А есть сейчас справка? Можно посмотреть? Ну, я же с собой еще не ношу. Значит, его. нету. Как нету? Вы дома есть, я завтра вам Послушайте принесу. меня, давайте поговорим нормально. Ну, давайте поговорим. Маски вы сами должны носить, и все посетители. Вот она вас не имела права запустить, если вы маску не одели. Мы работаем, я рабочая. Тем более тогда еще лучше. Если вы рабочие, вы должны сами одевать, чтобы пример показать другим. Без масок вы сегодня нарушаете. Сотрудники Роспотребнадзора раз за разом доводят до работников салонов красоты ограничительные меры продлены главой региона в связи с ухудшением эпидобстановки. Соблюдать простые противоэпидемиологические правила крайне необходимо. Здоровьем клиентов пренебрегать не следует. Замечание специалисты сделали в одном из павильонов, где разделительная линия просто стерлась. Ну там вот видно, что она стерлась. Да. Ну, обновите, еще лучше сделайте это. И людей, когда вы принимаете, старайтесь, чтобы скопление людей вот именно в этом месте не происходило. По несколько человек, по 2 человека принимайте, остальные пусть ждут в коридоре. Почему? Потому что в случае, если народ будет скапливаться в одном помещении, это будет признаком того, что данная коронавирусная инфекция будет распространяться более быстрее. Рейдовое мероприятие проходит в торгово-развлекательном центре, известное как «Синее здание». Следует отметить, что при входе в абсолютно каждый павильон, будь то салоны красоты, парикмахерские или магазины одежды, везде можно заметить таблички «Без масок не входить». Но, как выясняется, просто для декора. Рекомендации Роспотребнадзора должны соблюдать все, как индивидуальные предприниматели, так и их клиенты. Маски не должны за ширмой находиться или где-то находиться. Они при входе должны находиться для посетителей. Раз вдруг он пришел посетитель без маски, вы должны ему предложить: вот маску оденьте, обработайте свои руки. Где засор, где стоит? Вот это. Антисептические. Вот там и маски должны стоять. Вот где у вас она стоит. И вы должны к этому посетителю. Вот сюда можете маски положить. Далее сотрудники Роспотребнадзора посетили с проверкой еще несколько таких салонов. За исключением некоторых замечаний, нарушений грубых нигде не выявили. К примеру, Айна Гагиева открыла свой салон пару лет назад. За здоровье своих работников переживает и поэтому без медицинских масок посетителям никого не допускает. Также у нас имеются маски, если вдруг заходят клиенты, если у них нету при себе, и мы предлагаем маски. Также есть антисептики, также мы обрабатываем места, где они могут дотронуться. Специалисты не устают повторять. Ситуация с уровнем заболеваемости напрямую зависит от сознательности самих граждан. Игнорирование элементарных требований чревато повторением весеннего сценария, когда пришлось вводить жесткий карантин. По словам сотрудников Роспотребнадзора, в большинстве своем предприниматели стали ответственнее подходить к противоэпидемиологическим требованиям. Видно, что люди уже намного стали более информированы, и наши рекомендации Роспотребнадзора ими соблюдаются. В период первичной пандемии мы наблюдали, что многими хозяйствующими субъектами данные требования в некоторых случаях игнорировались. Сегодня по тем местам, которые мы смотрим, мы видим, что на самом деле предприниматели, они уже понимают проблему мировую и стараются эти меры Роспотребнадзора соблюдать. Это нас радует, конечно, но есть некоторые замечания. Только за один визит контролеры выписывают десятки протоколов. Штрафы за несоблюдение масочного режима значительные. Для граждан от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц от 10 до 50 тысяч, а для предпринимателей от 30 до 50 тысяч рублей. Адам Мережков, Акрамат Досхоев. Новости 24.